удостаивались самых высоких наград. В 1900 году в Париже, затем в Санкт-Петербурге, Берлине, вновь в Париже, в Брюсселе, в Вашингтоне, Лейпциге, Турции, в Объединенных Арабских Эмиратах туркменские ковры завоевывали золотые медали. История возникновения туркменского ковра, национальной святыни народа, создавшего этот шедевр, со всех сторон окружают тайны. Как удалось сохранить через тысячелетия первозданность рисунка, неизменность орудия труда? Как могло передаваться из поколения в поколение мастерство Творца, не подвергаясь влиянию коврокачества, принятого у других народов? О туркменских коврах еще в XIII веке писал известный итальянский путешественник Марко Поло, побывавший в наших краях. Выделывает тут самые тонкие, самые красивые в свете ковры. И только через 100 лет Средняя Азия узнает Тимура. Только через 200 лет будет открыта Америка Колумбом. Неисповедимы пути, по которым туркменские ковры попали в места столь отдаленные от их создания. Одна из версий, что они дарились гостям в знак мира и дружбы. Самый старый туркменский ковер был найден в кургане неподалеку от Телецкого озера, в Горном Алтае в V веке до нашей эры. По мнению ученых, сотканный в те далекие времена. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге хранится туркменский ковер, которому 2400 лет. Встречаются изображения туркменских ковров и на картинах великих живописцев эпохи Возрождения. Мадонна Липа Меми, 1850 год, Берлинская галерея. Обручение Марии, Николы ван Корса, 1380 год, Лондон, Национальная галерея. В Древнем Риме туркменские ковры считались предметом роскоши и богатства. Многие годы туркменский ковер ошибочно называли бухарским. Это объясняется тем, что товары со всех среднеазиатских стран до 20 века свозились на продажу в Бухару, а уж оттуда они попадали в разные страны. Сейчас, увидев в музее наши ковры, некоторые гости с удивлением признаются, что до сих пор считали их бухарскими. До 300 тысяч узелков на 1 квадратном метре связывает мастерица. За день ковер вырастал на 3 сантиметра. И невольно соглашаешься с пословицей «соткать ковер все равно, что вырыть иголкой колодец». И в результате рождается произведение искусства, невероятной красоты и прочности, не тускнеющие с годами красок и столь совершенные, что кажется не делом рук человека, а творением самой природы. В центре Ашхабада растет тутовое дерево. Много оно повидало за свои 3 столетия. Но оно совсем юное по сравнению вот с этим ковром. Ковер помнит все то, чего уже не помнят люди. Он впитал в себя тайну и глубину вечности, историю поколений многих семей. Он берег свой дом от беды и дурного глаза. Человек, пришедший сюда с дурными намерениями, ступив на ковер, очищается от них, поэтому и постелили его у порога. Ковер переживает тех, кто ткал его, и в прощальный час укладывают человека на него и провожает в последний путь. И в печали, и в радости он всегда был с людьми.
многом могли бы рассказать его древние как мир орнаменты. Их цвет и рисунок полны глубокого смысла. Изучив их, можно прочесть историю происхождения народа, узнать, почему до сих пор, живя на земле древних цивилизаций, Парфии и Мерва, туркмены не смешались, не растворились генетически среди других народов. Гёли – предмет изучения многих поколений. По ним можно судить о мировоззрении наших предков. В орнаментах ковров зашифрованы чертежи, представления о мироздании, отражение мыслей и возникновения жизни на земле. Связанные с ковром исторические традиции живы до сегодняшнего дня. Ни одно торжество не обходится без ковра, символа благополучия и счастья. Невеста по древнему обычаю покидает родительский очаг на ковре. Ступая на новый ковер, она как бы вступает в новую жизнь. Бережное отношение к коврам в крови у туркменского народа. У туркмен есть поверье, что вместе с ковром в дом поселяется счастье и благополучие семьи. Новорожденного приносят в дом и укладывают сразу на ковер. И он с молоком матери впитывает в себя магическую красоту ковра, косвенно общаясь с предками. А красный цвет ковра отгоняет от ребенка злые чары, он олицетворяет огонь, добрые силы домашнего очага. Наверное, наступит день, когда в одном из красивейших уголков города любви Ашхабаде будет установлен величавый монумент туркменского ковра. Поклониться чудесному творению рук женщин-туркменки придет каждый. Тот народ, который не почитает прошлого, не имеет будущего. Отдавая дань самому древнему ремеслу – ковроделию, в Ашхабаде открыт уникальный музей туркменского ковра. Экспонаты музея называют частью мировой цивилизации и восьмым чудом света. Восхищение вызывает и самый большой в мире ковер, названный туркмен-калбы, что означает «душа туркмена». Ткали его 36 искусных мастериц с лета 1941 по весну 1942 года, в самые трудные военные годы. Общая площадь ковра – 195,5 квадратных метров.
вес 865 килограмм. К сожалению, многих мастериц уже нет среди нас, но память хранит их имена. К пятой годовщине независимости нейтрального Туркменистана уже 38 лучших коврощиц Балканского вилаята соткали ковер еще большего размера. Вглядитесь в эти лица, запомните их. Красотой сотканного им ковра будут восхищаться и будущие поколения. Но, увы, самых первых авторов волшебного искусства, ковроткачества, мы так никогда и не узнаем. Первый президент страны Сапар Мурат Туркменбаши объявил последнее воскресенье мая национальным праздником ковра. Не случайно в атрибутику туркменского государственного флага внесены ковровые гёли, частица души и судьбы народа, единство и сплоченность туркменской нации. Продолжая традиции щедрости, президент Туркменистана Сапар Мурат Ниязов, выступая на 50-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, преподнес в подарок этой авторитетной международной организации ковер, сотканный специально в честь этого торжества.
«Расстели свой ковер, и я прочту, что у тебя на сердце», — говорят туркмены. Расстилая ковры перед гостями, туркменский народ раскрывает свою душу, свое гостеприимство. Узоры ковра Гёли – национальные святыни туркменского народа и по сей день хранят в себе тайну. Эти орнаменты – одно из величайших художественных открытий, вот уже сколько веков будоражит умы своей неразгаданностью. Может быть, наши далекие предки, первые ковровщицы, зашифровали в орнаментах Гёли всевидящее око Вселенной. И, может быть, через глаза Гёли наши предки таинственным образом наблюдают за нашими земными поступками. Если бы на эти вопросы... Туркменский народ имеет глубокие исторические корни, интересную и славную судьбу, подарившую ему не только богатое наследие, но и довольно тяжелую жизнь. Обращаясь к историческому прошлому, изучая его, мы тем самым оставляем нашим потомкам Святой Завет – беречь историческую память и продолжать раскрывать бесконечные тайны. Почему во все времена самым дорогим и лучшим подарком у туркмен считались не золотые украшения, а ковер ручной работы? Какая же зависимость существует между ковровыми гёлями и народом? Ученые всего мира собираются на ежегодно проводимых в Туркменистане симпозиумах, посвященных изучению глубокого смысла, содержащего в ковровых гёлях. Всех не перестает удивлять тот факт, что орнамент гёли ведет свое начало со 2-го тысячелетия до нашей эры, то есть с истории Великого Мерва, и сохранился до наших дней. Возможно, в далеком прошлом ковровые гёли, орнаменты служили одним из видов религиозного культа. Но как возникло это искусство гёлей? Святые гёли. В конце 2-го тысячелетия до нашей эры, во времена расцвета великих древних цивилизаций Востока, на территории нынешнего Туркменистана появляется очаг самобытной культуры. В начале бронзового века жизнь здесь стала усложняться. Засуха, голод, болезни не прошли стороной эти места.
Народ мужественно боролся с ними. Люди обращались за помощью к Богу, к бескрайнему небу, видя в солнце, луне и звездах те природные силы, которые могут им помочь. Обращение к этим силам проявилось и в ковроткачестве. Так родились первые ковровые гёли, ставшие своеобразным символом связи человека и природы. Наша земля претерпела неисчислимые страшные бедствия, в том числе нашествия различных завоевателей. Приход с войной Александра Македонского в IV веке до нашей эры, приход арабов в VII веке, многочисленные войска Чингисхана превратили земли Туркменистана в развалины. Но это не уничтожило великое древнее искусство ковроделия. XX век принес с собой не менее тяжкие испытания – военную интервенцию, гражданскую войну. Туркменские ковры, можно сказать, за бесценок продавались и вывозились за границу под названием бухарские ковры. С 1925 года, когда Туркменистан вошел в состав СССР, появилась первая возможность представлять ковры на всемирных выставках от имени реального хозяина. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже туркменские ковры были удостоены большой золотой медали. Интересные гёли ковров произвели неизгладимое впечатление на организаторов выставки. На Всемирной выставке в Нью-Йорке туркменские ковры получили тоже высокие оценки. Слава туркменского ковроткачества распространяется по всему миру. Туркменские ковровщицы передают из поколения в поколение свое искусство. Но имена первых ковровщиц, к сожалению, остались неизвестными.
1991 году Туркменистан приобрел свою независимость. Первый президент Туркменистана Сапармурат Атаевич Ниязов расширил пути развития коврового искусства. Новые ковры распространяются по всему миру. Самые красивые и большие ковры начали ткаться в Туркменистане. Перед каждым почетным гостем Туркменистана мы по традиции наших предков стелим ковры и дарим их в подарок. Это является символом безграничного уважения и почета к туркменским гостям. Вот в этом заключается причина глубоких корней туркменского ковра и святых ковровых гёлей. Когда издалека слышатся удары дарака, душа радуется, сердце замирает, настроение поднимается. Мы понимаем, что это дар Божий для людей, проживающих на нашей земле. Мы знаем, что в искусстве ковроткачества до сих пор много нераскрытых глубоких тайн. И даже если мы не сможем раскрыть все тайны наследия наших предков, они вечно осядут в нашей крови, дыхании, сознании. Пусть в каждой семье, учебных заведениях изучается искусство ковра. Это один из источников наследия для нашего и будущего поколения. Состоящие из таинственных и священных гёлей, прекрасные туркменские ковры вечно будут считаться национальной гордостью и достоянием на протяжении веков, узнаваемые во всем мире. Я опять задумываюсь над происхождением гёля. Возможно, эти священные гёли имеют другое происхождение, отличающееся от моей мысли. Об этом будут много говорить. Но одно я знаю точно. Святые для нас гёли останутся святыми и для будущих поколений.